Актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Якутский медицинский колледж – старейшее образовательное учреждение медицинского профиля в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока. Основан он в сентябре 1906-го. Колледж является старейшим и одним из уважаемых учебных заведений не только в республике, но и за ее пределами. Сегодня наш гость в студии Дмитрий Алексеев, директор Якутского медицинского колледжа имени Вангородского. Дмитрий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим, что называется, о насущном. Я, насколько понимаю, начинается у вас горячая пора вступительных, поступающих с 20 июня. Все к вам пойдут выпускники школ, колледжей. По каким направлениям сегодня ведется подготовка у вас в образовательном учреждении? Ну, хочу сказать, что вы правильно сказали, что у нас нынче будет 120 лет. Это круглая дата. Да. К этому посвящена вся работа нашего коллектива и 2500 армии студентов, которые сейчас обучаются. Вы правильно сказали второе, что пора ответственная. Это у нас выпускаются выпускники. Около 800 с лишним выпускников, которые нынче мы выпускаем. В прошлом году 1247 было. И должны принять новую смену. Новую смену, которая сейчас у нас запланирована 650 на бюджетные деньги. Ничего себе. 650 студентов хотите в этом году? 650. А по каким направлениям? Направления разные, но те, которые есть у нас, трех наших колледжа, это Алданский, Нюрнбергский у нас, мы единый это кластер. Хочу сказать, там есть и лечебная, сестринская, стоматологическая и другое. Но нынче у нас в связи с профессионалитетом у нас 3 новых профессии. Это специалист по ремонту медтехники. Ничего себе. Да, которые обучаются, и оно будет селевое. Также будет фармацевт, который тоже будет селевой. Раньше было только за счет своих денег подготовка. А сейчас в связи с тем, что поставлена задача, что больницы были свои аптеки, вот они будут готовить селевые. Целевые места, то есть они сразу после обучения уже распределяют. Да, вы правы. И третье – это работа среднего звена Роспотребнадзора. Опа. Да, это помощник эпидемиолога, помощник санитарного врача. В связи с ситуацией, знаете, и в мире, и в связи с этим распространением, нам надо на это подготовиться. А вот раньше специалистов Роспотребнадзора, насколько я понимаю, в республике не учили. Санитарных врачей. Да, не врачей, а помощников мы учили. Потом приостановлено было, а врачей учат в Владивостоке и других местах. Дмитрий Афанасьевич, я был у вас в колледже осенью прошлого года. Если честно, меня очень поразило то, насколько колледж подкован в техническом плане. У вас там своя аптека и свой кабинет зубного, и вот новое оборудование появилось, на котором можно исследовать макеты человеческого тела, то есть человеческое тело вот как будто бы в режиме даже реального времени. Да. Это, насколько я понимаю, стало возможно в том числе и в рамках того же профессионалитета, и в рамках того же, что колледж стал настоящим кластером. Как студенты оценили вот эти изменения, которые, ну, что называется, действительно можно потрогать руками, простите за каламбур? Ну, если вы, не посвященные медицинской работе этому, вы отмечаете, они тем более. Потому что именно стало легче. А нынче еще, которые мы нынче вошли в профессионалитет, как вы сказали, оно еще новые дает. Там и кричат манекены, там и все как положено роды принимаем, и уколы делается, и все остальное, и новые профессии. У вас даже кунсткамера есть своя, да, насколько я знаю. Да. А вот как эти инструменты, они, собственно, задействуются в учебном процессе? Все задействованы, которые до этого были тоже за счет этих грантов мы получали и оснащались. Они сейчас же, вы знаете, что развитие здравоохранения развивается быстрее и быстрыми темпами. Для этого новое оборудование, новое. И входит и все остальное. В связи с этим мы тоже. И это вот изменение дает очень большую, как скажем, конкурс наших для поступления. Молодые люди очень привязаны к цифровизации, к компьютеризации. Вот, кстати, про конкурс. Как он у вас с этим дела обстоит? Сколько человек на место? У нас некое лечебное дело, это фельдшер. Обычный фельдшер, 24 человека. На одно место? На одно место. Это же очень... А других, самых маленьких, это акушерки, другие по 6 человек.
Ну, 24 человека на место — это же высочайшая конкуренция, тем более Да. на фельдшера. Вообще, если говорить про трудоустройство, не возникают ли с этим проблемы, трудностей каких-то? Идут ли ребята сразу, что называется, на завод, если так можно, конечно, сказать, условно? В Либо же, больницы. да, в больнице, либо продолжают повышать квалификацию уже в высших учебных заведениях. Здесь очень хорошую лепту сделала мы, например, Якутский медицинский колледж, это 15 районных центров, Алдане, Нерюнгере 10 районных центров открыли свои отделения. То есть готовим на местах. То есть 25 районов всей нашей республики готовим медицинский средний персонал там на месте. Те, которые экономически выгодно, бюджет тоже выгодно, нам это готовят. Хочу сказать большое спасибо Министерству образования и науки и Министерству здравоохранения республики. На их базе мы открываем все 3 колледжа, свои отделения. И благодаря этому вопрос снят. Раньше было очень критически по данному вопросу. Еще хочу сказать, что в связи с этим у нас конкурс там меньше. Там, чем в здесь. смысле, в Алдане. Нет, я имею в виду о районных отделениях, И там сейчас поступаем многодетные. У нас есть студенты, которые 11 детей. Ничего себе. Да, они тоже вместе они поступили. Сейчас ее мечта сбылась. Здесь большая заслуга глав администрации районов, которые согласовали все, соглашение подписано по данному вопросу. Дмитрий Афанасьевич, я уверен, что оценить медицинского работника можно исключительно по тому, как он справляется со своими обязанностями, то есть насколько здоровы его условные пациенты. Вы со своими выпускниками где-то пересекаетесь, встречаетесь? Или, возможно, с их работодателями, как отзываются? Да, обязательно. Для этого есть медицинская палата нашей республики, но подчиняется федеральной, российской, и там все эта ассоциация, все медицинские работы там имеется. Еще у нас ассоциация медицинских сестер, где мы тоже часто встречаемся и делаем коррективы. Нынче в связи с профессионалитетом, да, как государство говорит, это консолидация сил работодателей и наши для подготовки для им необходимых специалистов. Они диктуют программы, говорят, этому учите. Они в нашей рабочей программе они говорят, этого не надо, это надо сделать. То в связи с тем, что как у них оснащены и новые есть требования. Но раньше у нас потребно, например, на ремонт медтехники не было. Да, раньше в советское время было, потом его ликвидировали, сейчас частники только. А сейчас уже каждое учреждение и участковые больницы имеют очень высокоточную технику. Особенно, допустим, тот же онкоцентр, он же вообще по технике напичкан. Дмитрий Афанасьевич, ваши студенты регулярно участвуют в конкурсах, побеждают, занимают призовые места, показывают и свой опыт, и опыт нашей республики на очень высоком уровне. Давайте об этом немножко поговорим. Да, я хочу сказать, одна из составляющих – это воспитательная работа. Мы готовим граждан нашей республики, Российской Федерации. Они должны быть подкованные и политически, и сами морально, психологически. Для этого вся воспитательная работа, которая идет у нас в семье, потом в школе, потом нам передается. За эти 2 года, когда они нам обучаются, мы очень насыщенно это делаем. Для этого сейчас Министерство просвещения сделало так, что у нас единые требования. Они по неделям распределили в этой неделе, что мы должны делать, в следующей неделе, что должны делать. То есть базовые знания для каждого студента, чтобы у них было. Ни один студент не говорит, что этого мы не проходили и нам не говорили. И по патриотическому, и другому. И интерес вырабатывается в этом. И хочу сказать, сейчас очень большой акцент делается на инвалидов. А в Лимсе мы занимаем места призовые Российской Федерации. Там почему, скажет, это целенаправленная работа по данному вопросу, что наши инвалиды, которые у нас имеются и по заболеваемости или по другим каким-то случаям, хочу сказать, что они не чувствовали, что они чем-то отличаются от других.
Или Так, чем-то обделены. да, и поэтому это самое главное сейчас идет. Дмитрий Афанасьевич, не могу не спросить про искусственный интеллект, тем более вы сами отметили, что внедряете его активно. Михаил Альбертович Мурашко пару недель назад заявлял о том, что вот в России вводится новая инициатива, которая позволит разгрузить медицинский персонал в рамках, допустим, использования поиска информации о пациенте, вот в этих всех карточках, книжках, картотеках. Как в ваших студентах приобщаются? Я понимаю, что к государственности приобщается, к искусственному интеллекту. Как Да, сейчас мы готовим фирма iTech отдельно по ИИ, так, отдельно это приемные компании, которые будем происходить, и их будем использовать. Да. Второе, сейчас, которое мы приобретаем по профессионалитету, который нам выдаст 60,5 миллиона рублей, а в сумме там находится обучение вот этой новой системе работы документооборота. То есть наши выпускники должны знать, где что искать. И для этого вот эта обучающая система будет установлена к нам. И этим будут пользоваться и алданцы, и Нюрнбергские медицинские колледжи, потому что оно дорогостоящее, и каждому колледжу установить оно нецелесообразно. Оно будет там 1/3 рабочего времени будет стоять, остальное только буду занимать. Но это, я понимаю, что позволяет с медперсонала, и в том числе и с врачей, снять лишнюю бумажную, ну даже уже не бумажную, а компьютерную работу, чтобы сосредоточиться на, собственно, непосредственном лечении пациента. Знаете, в связи с этим вводом меняется мышление человека, работника. Он уже не говорит, что там бумага где лежит. Он уже ищет и должен знать, где искать. Раз. Второе, оперативность. Очень хорошая оперативность. У нас, например, сегодня говорят, например, в военкомате справку нужно, чтобы сколько это у вас призывников нынче. Одна кнопка, и у нас через один из колледж мы получаем информацию, что у нас 103 призывника нынче пойдут служить после выпуска. Ну что ж, Дмитрий Афанасьевич, действительно, прогресс не стоит на месте и Да. развивается семимильными шагами. Я уверен, что в этом году у вас все выпускники не то что успешно выпустятся, но еще и успешно трудоустроятся, будут работать на благо наших жителей. А все новопоступающие, новопоступившие обязательно найдут свое призвание в этом нелегком, но очень важном деле. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Желаю успеха. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.